Несколько десятилетий назад на нем действительно ездили. За почти 50 лет он исколесил как сельские, так и городские дороги Татарстана. А теперь мотоцикл «Ява» судьба привела на театральную сцену. Но чтобы стать одним из участников постановки, ему пришлось измениться. Мы столкнулись с такой проблемой, что в здании театра запрещена эксплуатация транспортных средств внутреннего сгорания. И поэтому мы его переделали. И он сейчас у нас поменяли переднее колесо, и сейчас у нас работает на аккумуляторе. Лихо разъезжает по сцене в сопровождении звуков и хлопного двигателя. В спектакле «Петух взлетел на плетень» по повести Аяза Гилязова именно появление мотоцикла внесло раздор в семью главных героев. Ситуация нередка во времена, когда транспорт был роскошью. По сюжету редкий транспорт и в реалии оказался уникальным. От обычного мотоцикла электромотоцикл отличается своей беззвучностью и бездымностью. Он развивает скорость 90 км в час, а заряда аккумулятора хватает, чтобы доехать до Зеленодольска и обратно. Тюнингом ретро-мотоцикла занимались казанские инженеры, и получился бы у них обычный электродвухколесник, который сейчас выпускают во многих странах, если бы не строгие рамки заказа. Времени на работу дали всего неделю. Внешний вид мотоцикла и вес запретили изменять. Мы закупили основное мотор-колесо, установили уже это мотор-колесо под нужный диаметр, не изменяя всей структуры мотоцикла в целом. То есть на данный момент сейчас этот мотоцикл может двигаться как от бензина, так и от электричества, от аккумуляторов. Получилось и дешево в разы из-за покупки только деталей, и функциональнее из-за гибридности. При этом, как утверждают ученые, такие электродвигатели можно ставить и на более тяжелые байки. Сейчас инженеры дорабатывают проекты, возможно, в будущем в Татарстане начнут производить экологичные гибридные мотоциклы. Елизавета Соляхова, Андрей Ключников, телеканал «Эфир». Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».